Аят Идигов. Ельцинская «Берите себе столько суверенитета, сколько сможете проглотить» имперская пропаганда. Это заявление председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин сделал 6 августа 1990 года в Уфе, после прошествия 4 месяцев, как в апреле 1990 года Верховный Совет СССР принял 3 закона, которые уравняли статус всех 20 автономных республик СССР со статусом 15 союзных республик СССР. Заявление Ельцина в Уфе было направлено против решения Верховной власти СССР по уравниванию статуса всех республик Советского Союза, а также это заявление противоречило Всеобщей декларации прав человека, на основе которой принято современное международное право. После признания президентом СССР Горбачевым 3 балтийских республик Литвы, Латвии и Эстония независимыми государствами, оставшиеся в СССР 32 союзные республики собирались подписать 20 августа 1991 года новый союзный договор о создании Союза Советских Суверенных Республик. Этому новому договору и 3 апрельским законам СССР власть Верховного Совета РСФСР во главе с Борисом Ельциным противопоставила Декларацию Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1990 года, которая не признавала уравнивание статуса автономных республик с союзными республиками СССР, каковой была и сама РСФСР. Кроме того, советские имперцы из окружения самого президента Горбачева устроили путч ГКЧП 18 августа по 21 августа 1991 года и сорвали подписание нового союзного договора. Однако к концу второго дня этого путча стало очевидно, что ГКЧП не поддерживается народом, и их затея была обречена. ГКЧПисты. И только когда президент Ельцин выступил на стороне народа и объявил о переподчинении себе всех министерств СССР указом номер 61. Вернувшись после путча в Москву из заточения в Форосе, президент СССР Горбачев не был допущен к власти. И тому препятствовал президент РСФСР Борис Ельцин, стремившийся к власти в СССР, хотя с юридической точки зрения он не мог возглавлять всю эту страну. 12 декабря 1991 года Ельцин инициировал развал СССР под лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись», с тайным планом возвращения под свою власть всех бывших территорий бывшего СССР. С момента исчезновения СССР законодательство Советского Союза исчезло вместе с этой империей, и все бывшие 32 республики из бывшей Советской империи получили возможность создания своих суверенных государств в одностороннем порядке. По такому пути стали развиваться события в бывших до апреля 1990 года 12 союзных республиках и в одной Чеченской республике, из 20 новых республик, получивших этот статус после апрельских законов в СССР. Чеченский народ еще до развала СССР, поняв, что власть в империи зашкаливает, провел ОСЧН, Общенациональный съезд чеченского народа, с 23 ноября по 25 1990 года. Это был традиционный референдум чеченского народа, который принял декларацию о создании своего суверенного и независимого государства. 27 октября 1991 года в Чеченской республике прошли выборы новой власти, президента и парламента под международным наблюдением из 32 стран мира. Была принята вся атрибутика чеченского суверенного государства. Это происходило в Чеченской республике еще в бытность СССР. Этому завершившемуся по праву факту власть Советского Союза не препятствовала, зная, что выход из состава империи для любой республики с точки зрения международного права возможен только с согласия власти СССР.
Автономные республики из бывшей союзной республики РСФСР, получившие статус союзных республик, согласно 3 апрельских законов СССР, подверглись давлению власти РСФСР. Им не удалось, по примеру Чеченской республики, избрать новые власти в соответствии с новым статусом республик. Этим правом, также по причине создаваемого препятствия, не смогли воспользоваться и остальные бывшие автономные республики, которые ранее были в составе 2 союзных республик СССР. Эту возможность всем им не удалось реализовать по той же причине для создания и своих суверенных государств, как это должно было быть в рамках международного права при развале Советской империи в декабре 1991 года. Чеченская республика вышла из СССР со всей атрибутикой суверенного государства в рамках международного права. И 12 марта 1992 года, находясь уже в международном правовом поле, парламент Чеченской республики принял Конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. Таким образом, Чеченская республика – одно из первых государств по праву, образовавшееся после развала СССР в 1991 году. 13 марта 1992 года Чеченская республика была признана членом ООН Грузией, Республикой Кипр, турецкая часть, Афганистаном. А 18 октября 2022 года Украина, член ООН, признала территорию Чеченской республики Ичкерия 16 января 1994 года незаконно оккупированной и осудила геноцид чеченского народа со стороны власти Российской Федерации России 2 октября 2024 года. Декларация Общенационального съезда чеченского народа. Настоящий съезд в соответствии с естественным, священным и неприкосновенным правом чеченского народа на самоопределение, выражая суверенную волю чеченского народа, сознавая историческую ответственность за судьбу чеченского народа, а также в целях создания необходимых условий для его свободного и всестороннего дальнейшего развития, проявляя заботу о сохранении и развитии чеченского этноса, уважая права и интересы всех представителей других народов, проживающих в республике, торжественно провозглашает государственный суверенитет Нохчи-Чуэ. 25 ноября 1990 года.